Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Первые результаты об успехах абхазских спортсменов на играх БРИКС в материале наших корреспондентов. 250 медиков награждены ведомственными медалями за заслуги перед отечественным здравоохранением. Абхазский фортепианный дуэт «Пиано-до» и Государственный камерный оркестр с большим успехом выступили на сцене Зимнего театра в Сочи. Продолжается визит Аслана Абжани в Российскую Федерацию. В ходе визита президент Абхазии встретился с руководителем администрации президента России Антоном Вайно и его заместителем Дмитрием Козаком. На встрече обсуждалось текущее состояние двусторонних абхазо-российских отношений. Премьер-министр Александр Ангваб и замминистра экономического развития России Дмитрий Вульвач провели рабочую встречу с участием членов Абхазо-российской межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству и представителей федеральных органов исполнительной власти России, Минэкономразвития, Минэнерго, Минтранса, Минздрава, Минтруда, Минпросвещения. Во встрече также приняли участие чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин и торговый представитель России в Абхазии Залина Кабесова. Стороны обсудили вопросы реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательств двух стран. Реализации в 2024 году инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, мероприятий господдержки, отраслей экономики и мероприятий по обеспечению покрытия энергодефицита в энергосистеме Республики Абхазия. Также обсуждался вопрос исполнения плана мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии. Российская делегация будет находиться в Абхазии по 15 июня. В течение этого времени будут посещены объекты инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Запланировано проведение заседания рабочей группы по контролю за реализацией инвестпроекта по возобновлению деятельности международного аэропорта Сухум имени Владислава Арзенба. Хорошие новости из Казани. Наш спортсмен Давид Амичба одержал первую победу в поединке по ушу, а Рахман Апиджев стал бронзовым призером соревнований по самбо. Бронзу по тяжелой атлетике завоевал и уроженец Абхазии Элкан Гвазава, который выступал за команду России. Об успехах абхазских спортсменов на играх БРИКС в материале Ади Цисагария. Представитель сборной Абхазии Рахман Напиджев стал бронзовым призером соревнований по самбо. Он проиграл спортсмену из Узбекистана в схватке за выход в финал, но в борьбе за третье место одержал верх над самбистом из Таджикистана. На первой схватке вышел. Первую половину было нормально. Через 2 минуты уже давление упало, состояние было ужасное. Благодаря врачу нашему я восстановился. Во второй схватке, к сожалению, в конце оценку не дали, хотя можно было дать. Ну, не расстроился, вышел за бронзовую схватку и еле как, так скажем, характером завоевал бронзу. Соревнования на отличном уровне проходят, соперники постарше меня, крепкие. Было интересно посоперничать. Хочу поблагодарить Абхазию, что позвала в вашу сборную, что я смог выступить, что смог завоевать самую главную медаль. Поддержка была просто бомбовая. С трибун всех слышал, кто за меня болел. Спортсмен национальной сборной Абхазии ушуист Давид Амичба одержал в упорной борьбе победу над спортсменом из Киргизии и вышел в 1/4 финала. Впереди его ожидают еще 3 встречи. 2 других представителя республики, Анастасия Погосова и Ислам Абитов, уступили своим соперникам. Передаем привет нашей Абхазии, республике, у нас большая радость. И, Давид, поделись эмоциями, вся страна на нас смотрела. Эмоции даже, честно, не передать, было все так шикарно, так, если честно, все происходило внезапно, и когда большие эмоции, даже слов можно не подобрать.
Соперником у нас был из Кыргызстана. Хочу добавить, сказать, что мы очень сильно волновались, было большое волнение, потому что мы из всей сборной выступали первые, то есть все на нас смотрели, вся сборная, вся наша страна очень болеет и ждет побед. И мы постарались, сделали все возможное с Давидом. Давид поработал шикарно. И мы хотим сказать, что эту победу мы посвящаем нашей стране, нашей республике Абхазия, нашей сборной и передаем эстафету, чтобы были следующие у нас победы. Спасибо большое. Аяйра! Также продолжаются соревнования по настольному и большому теннису, результаты которых будут известны 14 июня. Сегодня у нас первая встреча с командой Узбекистана. Надеемся, что сегодня заработаем баллы и пройдем дальше. Соревнования будут проходить по олимпийской системе. В подгруппе у нас 4 команды: Россия, Узбекистан и Азербайджан. Если учитывать наши шансы, то сделаем все возможное, чтобы выйти в полуфинал. В полуфинал выходят 2 команды, занявшие первое и второе место. Команду представляют Каца Астамур, Каца Александр и Делинян Андрей. Что сказать, пожелаем нам удачи. Апсны чемпион. 12 июня в Казани прошла торжественная церемония открытия спортивных игр БРИКС. Традиционно в рамках церемонии состоялся парад стран-участниц, который начался с Республики Абхазия. Нашу страну представил легендарный футболист, мастер международного класса Ахрик Цвейба. Он вышел на сцену в национальном костюме. В этом масштабном мероприятии принимает участие и парламентская делегация Абхазии. Наша республика представила достойных спортсменов. Я думаю, возьмут наивысшие на пьедестале оценки, возьмут. Мы будем за них болеть. Игры проводятся в рамках представительства России в объединении стран БРИКС в 2024 году. Впервые они проходят в открытом формате. В соревнованиях принимают участие не только спортсмены из стран БРИКС, но и представители других государств, подавших заявку на участие. Соревнования объединяют более 3000 атлетов из 100 государств мира. Президент России Владимир Путин направил в адрес участников, организаторов и гостей соревнований видео приветствия. Масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы. Игры БРИКС принимают гостеприимные, самобытные Казань и Москва. Города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями и одновременно современные, устремленные в будущее. Все это в полной мере отражает дух и характер самого БРИКС. Желаю спортсменам, их наставникам удачных стартов, ярких побед, а зрителям, болельщикам ярких и незабываемых впечатлений. Впервые на играх представлена столь обширная спортивная программа. Спортсмены будут бороться за медали в 27 видах спорта. За 12 дней будет разыграно 387 комплектов наград. Участие большого количества спортсменов со всех уголков мира – это яркое и убедительное свидетельство, что спорт не имеет границ, что спорт вне политики. Спортивная столица России, Казань, проведет соревнования на 17 различных площадках, где задействовано порядка 2000 волонтеров. Первые медали игр уже разыграны. По 4 комплекта в синхронном плавании и тяжелой атлетике, 2 комплекта в спортивной гимнастике, 6 в ушу, 7 в самбо. Сегодня уже проходят первые дни соревнований игр стран БРИКС. Со своей стороны мы стараемся оказывать поддержку нашим спортсменам, в числе наших болельщиков, депутаты Народного собрания, в лице спикера Лаши Мукзаровича Ашуба, ветеранов спорта и наших граждан. Надеемся на хорошие результаты, надеемся на большие победы. Абхазский тяжелоатлет Илкан Гвазава выступал за Россию. После выступления он поделился, каким был поединок и чем закончилась борьба. Сразу Шадыховсуна, Кисловодск.
нас Шача и последний сбор Хаман Руза. Срей Сиксер на вес 61 категорию он сек был. Срей Анескал тахпат это. Сразу чезо урасту ахтла сук говорит апсуана бас гештырхит апсуайт борец шарыздыгем съездроз. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В межправительственную организацию изначально вошли Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южноафриканская республика. Первые буквы в англоязычных названиях этих стран и составили аббревиатуру БРИКС. С 2024 года в сообщество вошли Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты, после чего объединение начало называться БРИКС+. Если говорить о истории возникновения БРИКС, то нужно отметить, что леопард по кличке Бриксик был выбран талисманом соревнований, которое проходит в Казани. Имя Бриксик символизирует ловкость, силу, скорость и твердость характера. Это те качества, которыми обладают настоящие чемпионы. Бриксик родился в Азии, как и впервые игры БРИКС, а затем рос и развивался вместе с турниром. О результатах выступлений наших спортсменов и о том, как будут развиваться спортивные события на играх БРИКС в Казани, в нашем следующем репортаже. Адис Сагария, Нарсо Цулуки, Казань, Абхазия. В рамках программы пребывания депутатов парламента Абхазии в Казани на мероприятиях спортивных игр БРИКС состоялась встреча спикера Народного собрания Лаши Ашуба с председателем Государственного совета Татарстана Фаридом Мухаммедшиным. Парламентарии обсудили сложившиеся традиционные связи Республики Абхазия и Республики Татарстан и выразили готовность и дальше укреплять сотрудничество в социально-экономической и гуманитарной сферах. В республиканской больнице состоялось награждение медицинских работников ведомственными медалями за заслуги перед отечественным здравоохранением и отличник здравоохранения, а также почетными грамотами ко Дню медицинского работника. Награды вручали министр здравоохранения Эдуард Будба и председатель профсоюза работников здравоохранения Марина Шанава. Всего были награждены более 250 медиков. Медицинские работники всегда стоят впереди сложных вопросов, которые решаются. Ковидный период показал, насколько вообще была сложная ситуация и как мы можем мобилизовываться все вместе, отражать эти вызовы, эти атаки. Мы люди в белых халатах, которые служим своему народу, помогаем, спасаем жизни, оперируем. За что хочу вам просто сказать спасибо вам огромное за ваш труд. Даже в период коронавирусной инфекции вы день и ночь стояли вообще на работе, были на работе, даже домой не приходили, делали все возможное, чтобы спасти наших людей. Спасибо вам большое, вам низкий поклон за ваши умелые руки. И пусть наградой вот за ваш труд, ваш благородный, пусть будет сияние глаз ваших пациентов. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Абхазии Дисей Бигвава встретился с председателями международных женевских дискуссий. Главной темой консультации стало обсуждение повестки дня предстоящего 61-го раунда переговоров. Стороны уделили особое внимание гуманитарным вопросам, связанным с доступом к международному образованию, здравоохранению, свободой передвижения. Участники встречи также акцентировали внимание на необходимости возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Министерство информации Сирии готово подписать меморандум с Абхазией. Об этом заявил министр информации Сирии Бутрос Халяк в рамках встречи с послом Абхазии в Сирии Мухаммадом Али. Документ предполагает взаимодействие в области подготовки медийных кадров, создания совместных медиапрограмм, обмена новостями и других направлений, которые будут способствовать развитию сотрудничества с Сирией и Абхазией.
Мухаммад Али также встретился с министром юстиции Сирии Ахмадом Авад Аль-Саидом. Была подчеркнута необходимость завершения подготовки к подписанию соглашения о сотрудничестве между министерствами юстиции двух государств и использования передового опыта и квалификации Сирии и Абхазии в юридической области. Поступить в вузы и получить востребованную профессию – главная цель абитуриентов. Среди абхазских студентов, как и в прошлые годы, наибольшей популярностью пользуются юридическое, экономическое, международное направление. При этом в республике ощущается острая нехватка специалистов-химиков. Будущих абитуриентов, предпочитающих химию, особенно ждут в Абхазском государственном университете. Однако желающих крайне мало. Тему продолжит Шазина Ханагуа. Я бы химиком пошел, пусть меня научат. На химическое направление редко попадают случайные люди. Любовь к химии формируется еще в школе. Как правило, это осознанный выбор. И большинство студентов с младших курсов мотивированы не просто учиться, а заниматься наукой, что делает их очень ценными специалистами к моменту выпуска. Милена Ванина и Анастасия Ирошенко – однокурсницы, студентки второго курса биолого-географического факультета направления химия. Девушек объединяет не только дружба, но и любовь к выбранной профессии. За 2 года обучения они уже успешно проявляют себя на практических работах. Первый мерный стаканчик мы наливаем 40 миллилитров карбоната натрия. Пипеткой отмеряем 5 миллилитров в мерную колбу. Выбор будущей специальности и профессии – важный и ответственный момент в жизни каждого молодого человека. У многих этот выбор осознанный. Химия – та сфера деятельности, в которой Милена Ванина чувствует себя уверенно. И с каждым семестром ощущает себя специалистом все больше и больше. Ведь химия помогает узнать не только много интересного и удивительного, но и приносит пользу во всех смыслах. Я очень люблю химию, и, конечно, мне было бы очень приятно, если бы люди вокруг меня тоже интересовались ей. У меня есть друзья, которые занимаются совершенно различными вещами, и им также в какой-то мере интересна химия. Вот. Мне очень приятно с ними обсуждать какие-то вещи. Я планирую продолжить обучение. Это будет связано с химией непосредственно. Сейчас мы видим, что мир очень стремительно меняется, точнее, все в мире. И Абхазия это тоже не может никак не затронуть. Она не может оставаться безучастной. А развитие это прежде всего это развитие промышленности в нашей стране. И пускай сейчас у нас основной доход это природные ресурсы, да, за которыми, кстати, тоже нужен мониторинг со стороны химиков. Непосредственно у нас очень мало химиков. Вот. Но и если в дальнейшем промышленность здесь развиться, то было бы неплохо, чтобы были и специалисты наши. Специальность химика очень востребована в современной жизни. Практически во всех медучреждениях, а также на различных производствах. К примеру, в виноводочной продукции работают выпускники АГУ. Безусловно, потребность в этих специалистах с каждым годом будет только расти. Возможность работать в различных областях жизнедеятельности человека является еще одной причиной стать химиком. Эта профессия востребована в медицине, в пищевой, парфюмерной промышленностях. В школах предмет начинают изучать с 8 класса. Мне очень нравился этот предмет, неплохо у меня получалось. Еще учительница у меня была хорошая, она меня мотивировала, честно говоря. И вот я как бы решила попробовать. Довольна очень. Я работаю 8 лет. В школах чуть-чуть проблематично с реактивами, конечно. Детей, чтобы заинтересовать, именно нужно проводить опыты. Сказать, что мы не проводим, нет, мы проводим, вот просто не так часто, как хотелось бы. Опять-таки проблема с реактивами. Химическая специальность – это практически гарантированное трудоустройство. Однако среди абитуриентов данное направление практически не пользуется спросом. На сегодняшний день в АГУ по направлению химия обучение проходит всего лишь 7 студентов. Очень мало поступает на эту специальность. Я думаю, в связи с тем, что дети, наверное, не видят свою перспективу
в будущем, так как считают, что преподавателями химии они не очень хотели бы работать, но как бы дети не понимают, что участвуя на этой специальности, они могут быть не только преподавателями химии, но и могут также работать химиками-лаборантами в различных лабораториях, например, в лаборатории пивзавода, винзавода. Также я думаю, что в ближайшее время тоже у нас будут какие-то заводы, где нужны будут химики-лаборанты. И наш университет готовит таких специалистов, и мы имеем большую надежду, что выпускники школ в этом году придут к нам. Мы будем очень рады их ждать. В АГУ химики проходят как теоретическое, так и практическое обучение. Возможно, многие родители и многие дети не знают, что есть такое направление химия, или же они боятся этого слова, этой специальности, что это такая сложная наука. Но, как показывает опыт, те дети, которые к нам приходят, они с удовольствием учатся, и у них потом на выходе получаются хорошие специалисты. Молодые люди должны понимать, что наряду с гуманитарными надо развивать и точные науки, без которых невозможно представить дальнейшее развитие республики. Именно поэтому профессия химика не утратит своей востребованности. Так что диплом химика открывает дорогу практически в любую сферу человеческой деятельности. Главное, чтобы было желание работать и творить. Шазина Ханагуа, Рамо Камкия, Абхазское телевидение. 54 юношей и девушек стали выпускниками детских музыкальных школ, школы искусств имени Ковача и художественной школы Сухума в этом году. Выпускников, окончивших учебу с отличием, чествовали в Абхазской государственной филармонии. Репортаж пресс-службы столичной администрации. В Абхазской филармонии в торжественной атмосфере прошло вручение свидетельств об окончании учебы выпускникам детских музыкальных школ, школы искусств и художественной школы муниципального учреждения администрации города Сухум Управления культуры. Поздравить с успешным окончанием учебы на мероприятие пришел заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе. Хыдызбало зарцевича сынра есымшах друид аталан змохава айлар дари радшо и того пидудзан и хыдыснажало заке хапямш. Перед началом церемонии вручения аттестатов для выпускников, их родителей и педагогов школ на праздничном выпускном вечере выступили Илина Лазба, Амина Абухба, Милана Смыр из детской музыкальной школы имени Джиргеня, Тигран Авджан и хореографический ансамбль школы искусств имени Аджабуа. Поздравить выпускников пришли ученицы 6 класса детской музыкальной школы номер 4 Елизавета Карпова, участники ансамбля скрипачей и ансамбля гитаристов детской школы искусств имени Ковача и музыкального училища, а также хор Академии Next. Заместитель начальника управления культуры администрации Сухума Тимур Квиквисири отметил труд педагогов и усидчивость учащихся, которые стали основой плодотворного завершения учебы. Наши педагоги лучшие, я это всегда говорил и буду говорить. Спасибо вам за ваш труд. Я благодарю и вас, прекрасные наши сегодня виновники торжества, педагоги, мамы ваши, бабушки, дедушки, папы, все, которые причастны к тому, что вы сегодня здесь на этой сцене. Большое вам спасибо. Каждого свой путь в жизни, но тем не менее, я уверен, что музыка всегда будет рядом с вами. Ее величество музыка. В 2024 году выпускниками детских музыкальных школ, школы искусств и художественной школы стали 54 юношей и девушек. Среди них немало ребят, окончивших учебу на красный диплом. Ну что ж, дорогие друзья, давайте еще раз наградим аплодисментами наших прекрасных выпускников. Выпускники поблагодарили педагогов за труд и признались, что грустно расставаться со школами, где царили атмосфера доброжелательности и все получали удовольствие от совместного творчества. После школьных уроков сесть за мольберт было одним удовольствием. Занимаясь рисованием, я отдыхала, была сама собой. Художественная школа многому научила меня. Я благодарна директору школы Людмиле Арастовне и своим наставникам Яне Станиславовне и Ларе Сосовне за те знания и навыки, которые я получила. Сегодня для меня очень грустный день,
потому что я закончила музыкальную школу. Я больше не буду посещать музыкальную школу. У меня больше не будет тех приятных и важных для меня встреч с моим удивительным педагогом Еленой Георгиевной Карабулат. Она прекрасный педагог, с которым очень комфортно заниматься музыкой, которая дает жизненные советы, которые я буду применять в будущем для себя и подсказывать другим. Я хочу призвать большинство детей, чтобы они занимались музыкой, слушали хорошую музыку и поступали в музыкальную школу. Потому что музыкальная школа дает большое духовное развитие, которое пригодится каждому человеку. На торжественном вечере отмечалось, что выпускники за годы учебы выступали на конкурсах, фестивалях, отчетных концертах, выставляли свои работы на художественных выставках не только в Абхазии, но и за ее пределами. Анура Амичева, Алексей Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Абхазский фортепианный дуэт, пиано-дуо и государственный камерный оркестр выступили на сцене Зимнего театра в Сочи. Концерт в рамках проекта «Обменное культурное мероприятие России и Абхазии» был посвящен Дню России. На концерте побывала и наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварцхели. Фортепианный дуэт Нинель Бжани и Гулизы Авицба в Абхазии знают все. Талантливые пианистки, решившие попробовать себя в сложном, но интересном жанре исполнения в 4 руки, уже завоевали своего зрителя и пользуются в республике популярностью. И вот пиано-дуо на сцене Сочинского Зимнего театра. Аккомпанирует им уже по сложившейся традиции государственный камерный оркестр под управлением народного артиста Абхазии Давида Терзяна. Совместное исполнение требует особого музыкального чутья и идеальной синхронизации. А звучание 2 роялей в сопровождении камерного оркестра делает музыку намного ярче и полностью захватывает слушателя. Звучат произведения Безе, Вивальди, Рахманинова, Прокофьева, Хачатуряна, Пеццола, а также музыка из популярных кинофильмов. Великие творения композиторов-классиков, концертные обработки современных произведений, мастерство абхазских исполнителей и неординарный выбор репертуара не оставили зрителей равнодушными. Попав в зал Зимнего театра, невольно становишься очарован красотой интерьера и великолепной акустикой. Для абхазских артистов это новая площадка, где они впервые познакомили зрителя со своей виртуозной игрой, да еще и в такой значимый день для россиян. Для нас это, конечно, большое счастье выступать на сцене такого Зимнего театра в Сочи. И тем более в такой знаменательный день, День России, мы поздравили всех сочинцев с этим праздником. Конечно, море эмоций. Прямо с первого произведения крики «Браво!» мы не ожидали, честно говоря, что весь концерт на таком подъеме пройдет. Но мы очень рады, и я, и Гулиза, и, конечно, наш Давид Терзян. Я благодарна всем, кто причастен к этому концерту. Концерт состоялся в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии», который направлен на укрепление и поддержание традиционно дружественного сотрудничества в сфере культуры между 2 странами. Коллектив пиано-дуо и камерный оркестр горячо любимый и знаком в Абхазии. В России он выступает во 2-й раз. Первый концерт был дан в 2023 году в Международном доме музыки, а в Сочи мы впервые. Безусловно, артисты очень волновались, и мы вместе с ними. Но все позади, концерт прошел на ура, зритель принял очень хорошо, и мы просто все, и мы, и музыканты, и все те, кто организовал, безумно счастливы. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих коллег в Министерстве
Министерства культуры Российской Федерации Ольгу Борисовну Любимову и заместителя Андрея Владимировича Малышева, которые в такие кратчайшие сроки смогли нам организовать. И хочу выразить слова благодарности министру финансов нашей республики Владимиру Валерьевичу Делбо, который смел в такие короткие сроки организовать так, что мы все приехали в Сочи и дали вот такой красивый, теплый, эмоциональный, замечательный концерт. Эти музыканты не боятся экспериментировать и миксовать классические произведения с популярными хитами. В результате удовлетворяются запросы двух разных аудиторий. Любители академической музыки получают возможность услышать классику в прекрасном исполнении, а те, кто предпочитает более легкую музыку, убеждаются в том, что классика может быть доступной и совершенно не скучной. Концерт фортепианного дуэта «Пиано-дуо» и Государственного камерного оркестра посетили не только сочинцы, но и жители Абхазии. В такой прекрасный праздник, в День России, замечательные абхазские артисты дали чудесный концерт. Наверное, это сочетание таланта, трудолюбия, любви к родине, любви к России. Все вместе покорило весь зал. Ну, программа была абсолютно разнообразная, начиная от патриотических каких-то номеров, лирических, очень трогательных, при этом фэнтези, сказки. И все это с замечательным концом, где всегда побеждает любовь, всегда побеждает самое прекрасное. Все понравилось, и тембры, и звучание, и экспрессия такая, знаете, очень интересный концерт. Абхазии привет. Такое удовольствие получили. Очень хороший концерт. И артисты такие замечательные. Все так хорошо. Спасибо большое, что к нам приехали. Приезжайте еще. Нескончаемые овации как в конце выступлений, так и во время исполнения музыкальных номеров. После последнего номера зрители долго не отпускают музыкантов, требуя сыграть на бис. Сария Кварацхеля, Раму Камки, Абхазское телевидение. В Даутском районе выявлены факты незаконного выращивания наркосодержащих растений. Подробности в материале пресс-службы МВД. В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение культивирования запрещенных растений, последующего изготовления наркотических средств, сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району выявлено 3 факта незаконного возделывания наркосодержащих растений. Горе-садоводы выращивали и культивировали запрещенные на территории Республики Абхазия виды растений, содержащие на стадии своего вегетативного роста наркотически активные компоненты, которые могут быть использованы для изготовления наркотического средства каннабис. Так, 11 июня корни конопли вида южно-краснодарской в крупном размере сотрудники милиции изъяли на приусадебном участке отрба Феликса Валиковича, 1970 года рождения, в селе Абгархук Гудаутского района. В отношении вышеназванного гражданина по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Ранее за аналогичное преступное деяние к уголовной ответственности привлечен Царгуш Беслан Романович, 1979 года рождения, который выращивал вблизи своего домовладения по улице Шакрыл в городе Гудаута аналогичные наркосодержащие растения, также в крупном размере. Беслан Царгуш решением суда Гудаутского района заключен под стражу. Преступление, предусмотренное частью 1 статьей 228 Уголовного кодекса Республики Абхазия, вменяется жителю села Хыпста Гудаутского района Кацаба Анри Лаврентьевичу, 1988 года рождения, который выращивал растения конопли на прилегающем к своему участку кукурузном поле. Последний на время предварительного следствия помещен под домашний арест. В ближайшее время будет избрана мера пресечения в рамках расследуемого уголовного дела в отношении гражданина Оторба. А в настоящее время последний отбывает 15 суток административного ареста за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на предмет потребления наркотических веществ. Световую ловушку для огневки установили в Пицунда-Мюстерском заповеднике. Вредитель встречался в Самшитнике в небольших количествах, сообщает спутник со ссылкой на замдиректора заповедника по науке Сабину Лабаду. Ловушка работает автономно от солнечной батареи. Бабочки летят на свет, и на запах феромонов выбраться на свободу им не дает липкое дно. Такие же ловушки установили в Бзыбском ущелье летом прошлого года. Они служат для мониторинга ситуации с самшитовой огневкой в стране.
Часть Сухума останется без воды 14 июня. Как сообщает столичный водоканал, с полуночи до 18 часов подача питьевой воды будет прекращена на улице Ижба, в Старом поселке, районах Колоса, Вокзала, Виема, Рынка, Центральной и Нагорной частях города. Причина отключения – ремонт канализационного коллектора. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 14 июня на территории Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 26-31. Температура морской воды плюс 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.